Здравствуйте, мои дорогие! Маша Долш, я приветствую вас на своем канале. Вот такой вот у нас сегодня день, хотя по интернету гидрометцентр обещал сегодня в 11 часов дождь. А я решила до 11, думаю про себя. Мне надо посадить лучок. Вчера купила 2 баночки лука на посадочку. Потому что, у меня есть посаженный, но потихонечку, чтобы подсаживать все время. Я их подсаживаю по мере, через 10 дней, через 15 дней, чтобы постоянно был зеленый лук. Смотрите, как зацвела алыча. Весна все-таки пришла. Так, вот это вот все у меня засажено картошкой. Вот до этого эти ряды пустуют. Это для рассады и для огурцов я оставила. А вот это все я посадила картошку. По-моему, 11-12 рядов, точно не помню, сколько рядов. Но вот эти вот неполные, получается, а эти несколько. Раз, два, три, четыре, пять. 5 полных до конца. Чеснок немножко вроде бы, видите, окреп. Вот и вот лучок. Это еще под зиму, которую я сажала. Лучок, который я в этом году посадила тоже. Это из этого. Большой лук, из которого я для еды выбрала. Тут чеснок другой просто. Так, и вот смотрите. Сходит у меня укропчик, 2 ряда, вот которые я посадила. Не знаю, заметно или нет. 2 ряда укропчика. Это мне подписчица присылала, если вы помните. Так, здесь посажена петрушка, но петрушка же быстро не растет, поэтому она еще не взошла. Но я надеюсь, только из-за этого не взошла. А это вот, так, точно вам не скажу, какой-то салат и, по-моему, как ее, кинза. Точно посмотрим, когда листочки распустятся, потому что я сажала разные там. Посмотрим, что это такое. Скорее всего, кинза и какой-то салатик. Руккола, наверное, скорее всего. Так, смотрите. Значит, щавель вроде бы у меня прижился, который мне соседка присылала. И это меня радует. И если я не ошибаюсь, у меня всходит ряд щавеля. Ой, тень. Вот так. Вот, по-моему, сходит тоже. Это щавель. Я сеяла рядом с щавелем. Еще один рядок щавеля. Не дружно, но немножко вижу я всходы. Посмотрим, может быть, получится щавель, мои дорогие. Так, все. Так, прервали меня телефонный звонок. Вот такие вот, друзья, дела. Смотрите, теперь я купила, как уже сказала, значит, лук. Этот лучок мне сказали, тут будет внизу лук, для головки. А это просто на зелень. Сделала мне, смотрите, у меня вот это вот напасть, делать ряды. Обычно я делаю и кривые, и косые. Но меня, когда дома, Джабраил всегда спасает. Вот мне Джабраил сделал вот такие вот ряды бороздочки. Теперь я посажу этот лучок, но пока больше ничего не буду сажать. Пускай будут бороздки пока, да? У меня есть еще кое-что, которое нужно посадить и подсаживать понемножку, потому что сразу много сажать не буду, по мере как вот закончится у меня там руккола, шпинат, все это надо будет подсаживать, поэтому эту грядку я решила вот так вот оставить. Она у меня вспахана, в смысле у меня земля вспахана и вся с осени. Тут мне, правда, придется поработать, но это потом. Лук тоже, когда надо будет лук выкопать, это чеснок у меня, оказывается, видите, я осенью мне чеснок выкапывал Ибрагим. Оказывается, смотрите, сколько он оставил. Мы его сейчас потихонечку едим. Он прям вся головка там, представляете? Пока мы его едим, пока здесь эту полоску я оставила для рассады. Скорее всего, рассады перчика, наверное. Хоть и далеко от крана, надо было поближе к крану, но ничего, у меня есть шланг. Поливать, чтоб. А чеснок мы пока будем есть его, пока он свежий. Просто сейчас мало едим, потому что ураза, а вечером все-таки на голодный желудок чеснок не хочется есть.
Все равно рассаду где-то в мае только будем сажать. Потихонечку съедим этот лук. Так, работы у меня очень много, но потихонечку все делаю. Уже, знаете, перестала нервничать, что там не успеваю, здесь не успею. Сколько успею, столько успею. От того, что я нервничаю, я все равно ничего не успею, правда же? Ну вот, как-то так, друзья. Уже скоро и груши хочет. Вот бы не было обратных морозов, и вишня хочет зацвести уже, и груша хочет зацвести. Но вот боюсь морозов. А пахнет алыча так. Это что-то, девочки, мальчики. Друзья, как пахнет цветок алычи, вы не представляете. Прям. И уже пчелы здесь вовсю опыляют. Так, понимаем, чего, видим, чего. Нет, я шатаю, они убегают. Запах прям обалденный, друзья. Птички поют. Ну все, пошли работать. Да, я же говорила, что обещали дождь. Но дождя нет, уже скоро 12 часов, а дождя нет. А я боялась, что сегодня будет дождь. Ну, пускай. В принципе, ну как боялась, надо было посадить лучок, что-то. Всю рассаду, которую я пересадила, перетащила под навес, а я ее уже выносила на улицу. Вроде бы стоял дождь, но значит Всевышний решил, что его не будет сегодня. Или пока не будет, может быть. Все, пошла сажать. Так, друзья, пока я сажала лук, погода изменилась. Ветер как будто бы вот прям с гор снежный такой, прям холодный-холодный, пронизывающий. Лук я посадила, сейчас быстренько его прикопаю и пойду. Замерзла. Погода меняется. Наверное, все-таки будет дождь. Видите, солнышко ушло. И вот такая вот пасмурная погода у нас. И ветер холодный-холодный, прям вот пронизывающий холодный. Все, видите, какие тучи бегут. И как завывает ветер. Ну вот, друзья, все-таки дождь начался. Было сказано, что в 11, но дождь начался в 2 часа дня. Холодно, это просто, я не знаю, что. Мы включили отопление даже в доме, потому что так стало холодно в доме. Но весенний дождь был нужен очень, лишь бы вот заморозков не было, потому что, видите, и груша у меня начинает зацветать. Только бы не было обратных заморозков, чтобы были в этом году фрукты. Так, сегодня мне пришла, друзья, моя посуда. Я что-то подсела на этот таппервей, точно не знаю, как его назвать. Но вот эту вот скалку мне рекомендовали наши девочки. Сказали, что она очень удобная, и мне захотелось ее купить. Сюда я точно не знаю, но говорят, что можно. Она так легкая сама по себе, что сюда можно налить горячую воду, и она очень удобно раскатывает тесто. Ну, посмотрим. Ибрагим, разберешься, куда туда заливать воду, да? Так, дальше. Конечно, посуда эта дороговатая. И не знаю точно, я только сегодня начала смотреть отзывы на эту посуду. Кто-то говорит, что хорошая, кто-то говорит, что, в принципе, то ничего хорошего, не знаю. Но у меня есть чашки, вот эти вот тазики, вы видели чаши? 5 чашек, по-моему, или 6, если не помню. Они мне вроде бы понравились. Ну, не знаю, как я сказала, я подсела на нее. Так, говорят, тут хранится все хорошо. Поэтому заказала. Значит, так, эти штучки со скалкой. Так, это картофеломялка, наверное, да, как ее назвать, с пластиковой. Специально заказала, потому что у меня кастрюли, как вы знаете, с антибригарным покрытием, нельзя их царапать железными. Так, это у меня хлебница. У меня не было хлебницы, не знаю, понравилась мне она там. Говорят, что тут хорошо хранится, конечно. Большая. Вот. Ну, 3 булки как раз большая. Посмотрим. Дороговатая эта хлебница, стоит 2700, друзья. Ну, посмотрим, по качеству хорошая она или нет. Я в наших на магазинах смотрела, искала, но не знаю, что-то нашло на меня. Понравилась она мне.
А там посмотрим, как будем хранить хлеб. Посмотрим, что из этого будет. Так, значит, это у нас ножи для овощей и фруктов, получается. Это одну пару тандила заказывала себе, одну мне. Вот. Эти в подарок мне купила тандила. Для себя одни и для меня одни. Вот. Овощечистки. Вот такие ножи овощечистки, да? Вот. Так, дальше что у меня тут? Дальше у меня тут, походу, контейнер для зелени. Вот такой вот контейнер для зелени. Ну, для зелени, для овощей, вот для чего. Короче говоря, говорится, что очень долго хранится в этом контейнере. Тоже посмотрим, сохраним. Как его? Отзыв потом сделаю, как там хранится. И вот про чаши, которые я говорила, у меня, по-моему, 5 или 6, точно не помню. Короче, этого размера чаши у меня нет. Ты что-то придумал? Так. Вот, у меня не было такого размера. Здесь 4 и 5. У меня есть 10, 14, 7 и 5. 3 и с чем-то. 1 и 4 и 600 у меня получается, по-моему, было. Да, вот я вспомнила, по-моему. Вот. Говорят, тут очень хранится хорошо, как бы типа вакуум создается, но не знаю, сегодня прочитала отзывы, в отзывах говорится, что нет тут никакого вакуума. Но мне девочки рекомендовали, что хорошо тут все хранится. Вот закрыть, поставить, что в принципе очень хорошо хранится. Ну, логически, если подумать, каким образом он сделает вакуум. Если там вакуума нет, да? Ну, опять-таки, продукция, конечно, дорогая. Вакуум там будет только если туда воздух достать. Так, но это я не заказывала. Это, как я поняла, видимо, для меня подарок. Потому что я сегодня в группе читала, что всем, кому было девочкам отправлено что-то было в подарок. Значит, и мне она решила сделать подарок. Это мы покупаем, в такой группе состоим. Покупаем посуду в группе. Это не котел, это просто я купила за наличные. И вот такая вот лопаточка. Подарок, как я сказала. Ну, я поняла, что это подарок, потому что я ее не заказывала. Ну, и перед тем, что я смотрела у нас в группе, каждая девчонка ее благодарила за подарочки. Вот, мне попалась вот такая вот лопаточка для переворачивания блинов. Вообще-то удобно. Вот так вот. Ну, посмотрим, друзья. Что-то я подсела на этот перевар. Это не реклама, имейте в виду. Просто я купила себе, сама приобрела за свои деньги. Состою в этой группе. Там много чего присылают. Конечно, когда сидишь в группе, показывает посуду, хочется. Но вот скалка мне сказала одна моя знакомая, что она очень удобная. Посмотрим. И про эти тоже были отзывы хорошие, что они очень хорошие, не тупятся и долго пользуются ими. Вообще вот в этой группе, кто сидит, они покупают, они пользуются этой продукцией. И про чаши тоже мне, но уже в другой группе говорили, что они очень удобные, что в них хорошо все хранится. Ну, как-то таковое я, в принципе, ничего такого долго в них не хранила. Не могу сказать, они у меня уже месяца 3, по-моему, 2 точно они у меня. Но я что-то, когда остается, в холодильник ставлю, ну, в холодильнике и так, по-моему, не пропадает. Но как-то надолго я не смотрела. Но единственное, вот это вот я уже без отзывов купила для зелени. Посмотрим. Хотя зелень можно и в банке хранить, да? Ну, купила так купила. Ну, дороговато, конечно. Вот эта вот баночка стоит 1300 рублей. Причем это старая цена, как мне сказали. Вот эти вот штучки мы купили за 700 рублей. Вот. Скалка 1200, как я сказала. И вот эта вот чаша 4 и 5. 4,5 же, да, стоит 1000 рублей. Чаши, я посмотрела, у меня 6 чаш, друзья. Это будет уже 7-я. Но вот этого размера у меня не было. Как раз мне его захотелось. Значит, была судьба у меня потратить деньги на этот товар. И, как я сказала, моя, это, ну-ка, хлебницу подай, пожалуйста. Ну, эта штучка мне точно была нужна.
Тоже все там у нас в этой группе очень много заказывают, покупают их. Вообще девчонки в этой группе очень много покупают эту продукцию. Не знаю, значит, может, они знают ее, не знают ее. Ну, все, купила. Будем смотреть, посмотрим. Говорят, тут хлеб очень хорошо хранится, тоже посмотрим. И вроде бы говорят, что это пластик, не безвредный, а там не знаю, друзья. Ну все, пошла я дальше. Здравствуйте, мои дорогие, Маш Долше. Я буду здороваться в этом ролике 2 раза, получается, потому что перед этим стоит, что дождливая погода. Это позавчерашняя съемка, друзья. Я не снимала ничего, но решила то, что было снято, тоже вам показать. Сегодня суббота, Аишка оставила в покое. Сегодня суббота, ага. Вытаскивает свои шмоточки, и Мухаммед. Привезли мне детей, как видите, Аишу с Мухаммедом. Подними, Аишка, подними. Скоро приедут и старшие мои. Старший мой внук с дочкой обещаются он в школе, после школы приехать. Короче, сегодня у меня будут все мои дети в сборе. Дети, внуки, все будут здесь. Вот так вот, друзья. Я еще ничего не делала. Утро ранее, 8 часов. Ну, для меня, конечно, не ранее, но в месяц Рамадан я позволяю себе немножечко поспать после утреннего намаза. Как видите, не разобрала посуду. Это после ифтара даже стоит посуда. Честно признаюсь, мы сегодня проспали сухур, что я проспала. Обычно, если я даже просплю, мальчики меня будили. Сегодня и мальчики проспали, так что у нас сухура не было. Я после ифтара убрала посуду, думаю, на сухур встану, расставлю. Не расставила. На намаз, правда, мы не опоздали, но вот поесть опоздали. Как раз буквально за 5 минут до того, как прозвучал азан, я проснулась. Не знаю, почему так проспала вчера. Короче, мы сегодня без завтрака все. Немножко, конечно, свою вину тоже чувствую, потому что мальчики будут без завтрака. Ну, по крайней мере, сегодня им не надо на работу, будут больше отдыхать, хоть это немножко успокаивает. Фияха, Мухаммед. Фияха, Мухаммед. Аишка, ты у нас прям белая в красном, да? А почему у тебя волосики не завязаны? Ты там кого увидел? Кого ты там увидел? Подай голос. Подай голос. То ты стоишь, тут дышишь возле меня. Друзья, у нас с Аишкой поступил заказ. Я даже не успела, как видите, по-моему, видно, я не знаю, посуду убрать еще. Просто покормила Аишку, сварила манную кашу для нее. Уйди оттуда. И поступил, Танзила позвонила, я вам сказала, что они едут, у нее там, короче, заказ какой-то, но она не успевает его выполнить. И просит меня сделать вареники с творогом. Да, как она приедет, отсюда отправит этот заказ. Короче говоря, там у нее вареники, манты, еще что-то. Но это она делает у себя, пока вот Расул в школе. Короче, мы с Аишкой затеяли вареники. Не бери в рот игрушку. Аишка, не бери в рот. И сейчас будем делать вареники. Аишка, багмиехка шамаш. Мухаммед у бабушки. У прабабушки. Так, ну, Аишка решила мне помогать. Ну, рецепт теста для пельменей, манты, вареников у меня есть. Я вам оставлю ссылку. Но все равно и сегодня проговорю, что я это сюда буду делать. Так, Аиша, ты встань тогда, встань, а то ты не сможешь, встань. Вот так вот встань. На, Аишка тут хочет помогать бабушке вовсю. Короче, 2 килограмма муки, литр воды, на. Столовая ложка соли. Все высыпай, Аишка, все высыпай. Вот, да, вот так, все высыпай туда. Столовая ложка соли. Все, есть там еще? Нету. 4-5 столовых ложек растительного масла. Осторожно. Все. Творог у меня... Послала Ибрагима купить творог. Купил, к сожалению, рассольный творог такой. Не очень соленый, но не свежий совсем. Я не люблю, я никогда творог не солю почему-то. Даже когда я его продавала, я его не солила, продавала
таким. Ну, кто-то любит рассольный творог, но в варениках я не люблю, чтобы творог был в рассоле. Но, короче говоря, у меня оставался один творог еще с прошлого года, можно сказать. Разморозила его и добавила. Короче, вместе перемолола их вместе, можно сказать. Ну, перетерла, не перемолола, а перетерла здесь вот. Но творог буду потом готовить. Сейчас я быстро замешу тесто. Тесту немножко нужно полежать. Тем временем приберусь здесь. Вот так вот. Тесто универсальное, как я сказала. Вы все, кто со мной давно, знаете, что я делаю именно такое тесто. Оно мне нравится. И вкус этого теста мне нравится. И то, что, может быть, оно бывает немножко туговатое, что раскатывать не очень-то легко. Но у меня есть тесто-раскатывающая машинка, во-первых. Вот. Тесто можно хранить в морозильнике. Да, Ишка? Да. Тимами человек золотой. Мухаммед уже заснул, ему тоже кашку отнесла. Вот, скоро соберется вся семья, даже не знаю, что им надо готовить. На ифтар нас будет очень много. Ой, умница, молодец. Ты, маме, золотой человек. Ой, это кто у тебя там? Это мама. Ну, наверное, скорее всего, девочки что-то сладкое хотят выпить, потому что вчера еще прислали мне. А я буду кукла. Ты будешь кукла? Да. Да, ты мамина умничка. Сгущенку, наверное, тортики будут делать. Да, посмотрим, короче, они приедут скоро. Посмотрим, что будем готовить. Хотела я заняться палисадником. Ну вот, сделаю вареники. У меня еще и на завтра заказ. Нужно отварить мясо с галушками. И нужно галушки замороженные тоже сделать с этим заказом. Ну, наверное, сразу же с этими варениками и галушки сделаю на завтра. Хотели сегодня, но я сказала, что сегодня у меня приезжают дети. Я не смогу сделать этот заказ. Мне надо будет завтра поехать за мясом. Надо просто отварить 4-5 килограмм мяса. Это один и тот же заказчик, которому я всегда делаю на уразу, на Рамадан, короче, когда он держит пост. Практически, ой, осторожно, ему готовлю. Да, Ишка? И вот завтра надо будет этот заказ мне сделать. Замороженные галушки. Это корова. Это корова? Хорошо. Так, надо сейчас доску уже, чтобы в голове мешивать легче. Тазик высокий, вот эта чаша высокая. Подожди, пока стоит, пусть стоит, Ишка, мне надо доску положить. Сейчас, минуточку. Я хочу. Что ты хочешь? Ага. Не трогай тесто. Я тебе самой отдам тесто кусочек, ты будешь делать, хорошо? А сюда не лезь, хорошо? Это у нас заказ, его нельзя трогать. Ладно? Хорошо? Вот. Сейчас я сделаю тесто и тебе кусочек отдам. Ты себе на отдельной доске будешь делать, хорошо? Да? Ты же у нас умница. Вот. Косынку одела, чтобы волосы не мешали. Я хочу доски. Доску я вон тебе такую доску дам, хорошо? Сейчас. Мы сначала сделаем тесто, хорошо, мамина? Это нельзя. Хаал, чья ты девочка, Хаал? Ханиеха, Хаал. Ханиеха, я кто, Хаал? Кто я? Ханалцаха. Мазди, Аишка, мазди. Эх, нельзя, Аишка, мама. На продажу ешь, нельзя грязная. Хорошо, да, я. أصحى تيسر لبضي تصير أكل хорошо? Что это? Ага. Это я корова, ушки. Корова. Не смотри, какая она. Аришка, в садике интересно было?
Да? Садки, экономии. Выходной садик? Да. Убери. Аечка, убери. Давай я тебе доску дам, ты на своей доске будешь играть. На. Вот там пусть он тебя пляшет, а к маме не подходи. Вот пускай там пляшет. Хорошо? Сейчас я тебе и тесто дам. Сейчас замесим тесто и потом тебе дам. Я иду говорить. Вы знаете, эта мука у меня больше 2 килограмм, потому что... А? Ага. Когда я просто чисто 2 килограмма делала, то тесто получалось немножечко не таким тугим, как нужно. Поэтому вот здесь у меня 2 килограмма 100 грамм муки. От муки тоже много что зависит, понимаете? Вот для мант подходит. Оно бывает более такое, не такое тугое, нежное. Для мант можно. А на вареники и на пельмени все-таки тесто должно быть, чтобы было потуже. Это я мою. Мне катака не нужно. Вот так. Нет, Так, ну все, теперь замешивать тесто я закончила. На, и давай, я тебе дам кусочек. Мое тесто должно еще лежать. Хорошо? Хорошо? А кушает? Кушает, тесто кушает. На, теперь занимайся. Видишь, как это у меня всегда, когда я завожу тесто, обязательно с этим тестом играется. Потом мы его выпекаем, да, Иша? Вот так. Все, а мое тесто должно полежать минут 15-20. Тем временем я сделаю свои дела. Уберу А всю я эту не посуду. полазу. Я не хочу. Я буду делать большую куклу. Нет, это не кукла. Ишка, только это, муку не роняй, хорошо, осторожно, аккуратно делай. Там не трогай, это мое. Это твоё. кому? Это мне, это я буду делать вареники на продажу, хорошо? Да? У тебя твое маленькое тесто. Так, значит, я в творог добавлю. Маленький. Да, ты маленькая. Добавлю немножко соли, потому что мой собственный 40 творог был пресный. Я дала попробовать маме. Это мамочки. Чуть-чуть присолим. Надеюсь, Это видно. хватит. Ибрагим, я установил камеру очень высоко. Это Добавлю сюда просто 2 желтка. Это мамы коровы. Это маме корова, да? Смотрите. А то хочет не помогти. И тщательно нужно перемешать творог. Смотри, как. Что ты там делаешь? Так. Туда положила. Зачем? Начало. Вот видишь, ты маленькую свою каталку забрала домой, теперь каталки у тебя нету. Нет. Надо было каталку принести обратно. Я завтра пишу. Завтра принесешь? Хорошо. А ты дома делаешь лепешки? Я буду с домой кукать. Ты дома делаешь с мамой лепешки? А? Делаешь? Я буду большой куклу сделать. Для большой куклы сделаешь? Да? Вот так. Ты туда Волочь ходила? Ты ходила туда Волочь? Ходила? А я хочу побегать. Тесты. Смотрите. Вот так сделали. Угу. Ну, Таишка сейчас будет учить вас, как делать, да, Иша? Я да это. Что? Вот это. Аишка сейчас научит вас, как с тестом заниматься. Да, Ишка?
Так, ну все, друзья, дальше не буду вас беспокоить. Пусть пока постоит. Тем временем я уберу свою посуду. Аишка, Аишка. Я не Мамина Аишка, Аишка. я Аишка. Ты Аишка, да? Я не так. Аишка. Аишка, да? Я убрала. Ой, что там? Мука, ничего. Сейчас, подожди, я тебе тоже подложу, чтобы у тебя твоя доска тоже не каталась. На, теперь будет лежать. То, что надо было вытереть, вытерла. То, что надо было помыть, помыла. Теперь тесто мое полежало, отдохнуло. Не трогай. Мы его перемесим и положим в пакет и займемся варениками. Да, Ишка? Так зачем пакетик? Надо в пакетик положить. А ты что делаешь? Ты что, сделала уже? Аишка тут и взвешивала свое тесто, и резала, и обратно его собирала в комочек. Да, Ишка? И надо сделать вот так. Что надо сделать? Вот так надо сделать. Ну, делай. Так. Ну вот, тесто получилось гладкое, хорошее. Как я сказала, все-таки не очень упругое, хоть даже 100 грамм пересыпала муки. А? Что ты делаешь? Ой, Вот там. и, друзья, я из этого теста позавчера, по-моему, на ифтар сделала лепешки. Просто тонкие, буквально тонкие лепешечки. Я раньше пекла без этого. На сухой сковороде. Очень мне нравится чуть-чуть намазать. Ну, типа лаваша получается. Намазать масло сливочное. И так есть. А вчера я взяла и я видела какой-то рецепт. По-моему, узбечка готовила. К сожалению, канал не помню. Честно не помню. Именно из такого теста пельменного. Но у нее было заварное, по-моему, тесто. И она просто эти лепешечки жарила в сковороде в горячем масле. Они прям вот вздувались, были такие интересные. Мне тоже захотелось, как раз было тесто готовое. Осторожно, только руку свою не порань, хорошо? Они такие вкусные получились. Если что, попробуйте. Даже вот не из кипятка, такое, как мое тесто. Вот прям вот они такие пышные, воздушненькие получаются, хрустящие, с чаем. Супер, короче говоря. Так, Каспер. Каспер вечно недовольный. А? Что ты хочешь? Так, друзья, будем опробовать нашу скалку. Надо немножко раскатать тесто, потому что тесто раскатку нужно, чтобы оно было раскатанное. Немножко. Аиша, что ты там делаешь? Ты нам печенье делаешь, да? Да? Вот. Это твоей маме, а это ёк маме, да? Ой, умница у меня, Аишка. И свою маму не забывает, и ёк мама не забывает. А ну найдите это. Наней. Это Наней, да? Хорошо. Это твоей маме, это ёк мамой, да? Все-таки с Аишкой интереснее лепить вареники, да? А то одной мне было бы скучно. Да, Аиша? Так, и смотрите, друзья, меня спрашивают, на какую ставлю я, когда... И Мухаммеду тоже, конечно, нельзя забыть. Тоже ему надо печеньку сварить, приготовить. Так.
хочешь? Конечно, хочет. Так, пока у меня на единичке, потому что тесто толстое. Как я сказала, машинку можно сломать. Смотри, она как... Ну, а вы знаете, друзья, это у меня новая тестораскатка, но я ее один раз, по-моему, показывала. Мне ее покупала Мадина, моя дочка, за 1700 рублей. Она мне нравится намного больше, чем те, что у меня были. По крайней мере, не падает вот эта вот ручка, ни разу не падала. Вот. И меня спрашивают, на какую ставить, чтобы делать вареники или пельмени. Вы знаете, мне кажется, вот у меня они были разные же. Все-таки, если я скажу, то будет не то, что ты там сделал. Молодец. Поэтому вот сейчас стоит на единичке. Вот. А теперь я поставлю на двоечку. И вот на двоечке это у меня. А там у вас надо будет вам все-таки самим смотреть толщину теста, да? Так вот, так вот. Мама, А. Ой, какое красивое это печенье ты сделала. Ну покажи. Так, интересно, видно там, что ты делаешь? А ну-ка, покажи. Положи маме на ручку, положи. Вот какое Аишка, ой, приготовила печенье красивое, видите? Молодец, моя хорошенькая. Вот это уже на пельмени. А на варенье, ой, на вареники, на пельмени, да. А на манты я на троечку ставлю. Но уже, опять-таки говорю, они все-таки разные. Вот скажу вам честно, мука мне не нравится, тесто тоже не нравится. Хоть надо было 200 грамм, наверное, еще больше муки добавить. Потому что все-таки оно слишком такое мягкое именно для пельменей и вареников. Вот оно лежит, оно смягчается. Наверное, клейковина у нее такая мука. Я обычно всегда пользуюсь сухарецкой мукой. Но на этот раз не было у меня тихорецкой, по-моему, кубанская какая-то называется. Точно не могу. Ага, красиво очень. И вот эта мука вот все-таки для пельменей и вареников мне не очень нравится. Ну, что поделать. Какая уж есть. Хотя у меня есть еще один мешок 50-килограммовой тихорецкой. Скорее всего, для продажи надо будет делать из той муки. Но я из этой делала тоже. Они не развариваются, но все-таки форму как-то не очень-то держат. Поэтому... Даже когда я манты делала, тоже Мадина мне еще говорила: мам, почему-то у тебя тесто какое-то не такое. Все-таки, когда крутое, хорошее тесто, форма и пельмени, и мант хорошо держится. Да, Аиша? Да. Да. Аиша тоже тут знаток. Давай я тебе помогу. Давай. Опа, на, я вырезала. Это тоже звездочка. Это тоже звездочка, да. Это тоже звездочка. Это тоже звездочка. Это як мама, это Мухаммед. Это я, мама, это Мухаммеда звездочка, да? А где? Ну, Аишка моя уже устала работать, да, Миша? Ты устала, да? Все, печенье и для братика, и для мамы, и для бабушки, и для прабабушки. Аишка уже приготовила, да, Аиша? Да, я хочу. В холодильник ты положила? Вот умница. Аишка положила в холодильник. А я буду делать вареники. Я уже начала, просто зашел сын, я поэтому отключилась. Он тут с Аишкой немножко поиграл. Мультик. Ты будешь мультики смотреть уже, да? Да. Да, ты работать уже устала. Где мультик? Да. Нет, это. Так, погода, друзья, у нас хорошая. И вчера и сегодня уже солнышко, хорошо. Прям. Сейчас просто быстренько сделаю вареники. Может быть, галушки и не сейчас буду делать, а вареники надо сделать, пока Танзила не приехала, чтобы они замерзли. И, может быть, вам поснимаю на улице. Я должна прополоть здесь в палисаднике у себя и там. И надо посмотреть хризантемы. Вы меня спрашиваете про мои хризантемы, которые я осенью сажала. Она у меня умница, да, Аиша? Ты же у меня умница.
цыплят не надо уже пустить на пол. Так, друзья, и отвечу там. У меня был комментарий, бедные цыплятки, почему они должны быть на сеточке. На сетке. Вы знаете, когда они на сетке, все-таки кто держал цыплят, наверное, тот знает, что так, в принципе, намного им лучше. Потому что они не будут есть свои, можно сказать, свои отходы, да? И поэтому и болеть будут меньше. Потому что все это скапливается внизу, я это все убираю, и все нормально. Ну, конечно, всю жизнь они в клетках не будут, они уже выросли, клетки им большие. Ой, клетки им маленькие для них сейчас. Мне их уже надо будет пускать на пол. Вот эти брудеры я уберу оттуда, в той же котельне придется их мне выпустить, потому что в кладовке, в которой всегда у меня бывали цыплята, мой сын мне уже не разрешает, потому что он собирается покупать перепелочек, перепелят и говорит, что давай, хотя они у меня были всегда вместе, перепелки в той же кладовке и цыплята, но он что-то не хочет их. Давай, говорит, ты своих цыплят будешь здесь в котельне держать. Так что пока они у меня чуть-чуть не подрастут, ну, до 3-4 месяцев придется мне их держать в котельне. Ну, что теперь поделать? Я туда постелю солому и выпущу их на пол, конечно. Просто, но если бы эти брудеры, клетки, хотя у меня есть клетки большие, можно было бы и в клетки пустить, мне все-таки намного удобнее кажется, когда они в клетках. Они меньше болеют. Вот. И подстилку не надо часто менять. Убрал под ними быстренько, выбросил, и все хорошо. А тут подстилка все равно и намокает, и пачкается, и они уже сами себя начинают, ну, свои отходы, как я сказала, клевать. И они все-таки нет-нет, да болеют. Хотя я уже пропоила своих цыплят тем, что они мне прислали. Чуть-чуть попозже надо будет дальше. Он мне прислал, он мне дал схему, как пропаивать их. Так что по этой схеме я их пропаиваю. Так, что еще? Так, друзья, тут я читаю некоторые комментарии. И да, извините, пожалуйста, что не на все комментарии я отвечаю. Я их все читаю, но просто... Ой, Аишка, что ты мне тут наделала? Как я теперь дверь открою? У меня тут стаканчики стоят с посаженными огурчиками. На полу теплый пол. Она мне их все поставила перед морозильником, перед холодильником. Так, короче, пришлось освободить мне дверь холодильника. У меня на полу стоят в стаканчиках посаженные огурчики. Аишка все их переставила перед холодильником. И дверь не открыть. У меня морозильник внизу. Холодильнике. В этом маленьком холодильнике такой хороший морозильник, прям буквально за там минут за 10-15 все прям замораживается сразу же. Так, я, да, повторюсь еще раз, что огромное вам спасибо за поддержку, за ваши отзывы, за ваши комментарии, которые вы мне пишете. Большое-большое вам спасибо за то, что вы меня поддержали. И, ну, не буду говорить о других комментариях, просто опущу их. Не будем об этом говорить. А за ваши теплые слова, за ваше понимание огромное-огромное вам спасибо. Я вам безмерно благодарна. Вот. Что еще я хотела сказать? Так. Мыслей бывает много. Но камеру включу, уже начинаю говорить совсем не то. А, да, вот недавно буквально прочитала комментарий, но не под последним роликом, я вот точно не помню, какой это был ролик, под каким-то роликом. Мне же со всех роликов приходят комментарии в творческую студию. Обычно я смотрю в творческой студии комментарии. И отвечаю тоже точно там же. Не захожу в ролик, а прям вот в творческой студии я отвечаю. И там написано, что вы много болтаете. Вот. Но тоже там, по-моему, даже ролик был не про, по-моему, не про готовку даже. Но, друзья, вот я не знаю, опять говорят, что не замечать комментарии, не отвечать на них, но все-таки не замечать комментарии, не отвечать тоже нельзя, потому что мне вы пишете, чтобы их было заметно же, чтобы я их прочитала, чтобы я узнала ваше все мнения. Я и ответила, что, в принципе, да, спасибо, я это учту, но потом написала, что у меня, в принципе, разговорный канал, а не какой-то другой. Может, люди ошибаются, может, людям кажется, что я чему-то учу именно по кулинарии, да. И действительно был еще вопрос, как вы
Ну, как вы начали, ну, как вы открыли канал, как вы додумались до этого, по-моему, ну, что-то такое. Я вообще-то собираюсь рассказать, как у меня есть немножко о том, как я открыла канал, и собираюсь об этом говорить. Так, друзья, у нас обеденный намаз сейчас, звучит азан. Так, тут встреча на Эльбе. Так, сумка Андрея. Ух ты. Так, кафе Андра. А потом Андра. Так, как светит терзень? Так, племянник с дядей уже пошли бегать. Не знаю, друг за другом гонятся. Ай, какая сумочка, Лаиши. А мы что говоришь? Это бабушки на маму одели. Бабушки. Твоей бабушки? Да. Тебе тоже здесь очень красивый подарок. Да. Мне подарок? Да. Бабушки дарили подарок? Ну, что мне тут подарили? Четки. Эська. Смотри, какие четки Целая. красивые. Лейла, именные четки так сюда не кладите, пожалуйста. Я еще не закончила твой заказ. Так, друзья, вот такие. Сейчас вот так вот я покажу. Именные четки для меня. Вот такие. Сахар, спасибо, красивые. Бабушка. Я снимаю, успокойтесь. Она же любит всегда такие. Ну, плохо, алхамдулилля. Ну, что, погоняетесь, вы там мои цветы нет? А да, топчется, лозу держишь, бах. Ayo. Ayo. Успокойтесь оба. Так, четки мне очень понравились, друзья. Так, Танзила захотела, чтобы я сделала рекламу девочки, которая делает такие вот четки именные. Я вам показала их уже. И на коробочке тоже, видите, какая надпись. Далмар Облдолд, чтобы принял нашу уразу Всевышний, как бы пожелание. Так, значит, очень красивые четки, мне действительно очень они А, они нравятся. называются кошачий глаз. А, вот это От вот, глаз, да? да. Камень такой специальный. Камень, который называется кошачий глаз. Там у нее еще детские какие-то бутылочки, все такое, да? Да. Я точно не знаю, что это. Но, короче, вот ее страничка в Инстаграме. Я оставлю ссылку в описании. Вот что у нее там есть. Вот такие вот детские штучки. Именные можно сделать. Тоже можно вот сделать все. Вот такие вот четки. Эти четки очень хорошо в подарок, друзья. Вот именно на уразу Байрам. Подарить своим близким, родным, знакомым, кто приходит поздравить вас. У нас же так принято что-то дарить. Это очень, мне кажется, очень красивый подарок. Так что, если что, заказывайте. Заходите к ней на страничку, закажите. Но эти я тебе подарил. Ну да, это подарила Танзила. Сильные твои личные четки. Так, вот. Реально красивый подарок к празднику. Да, красивый подарок. Близкому И человеку к празднику, подарить. и не к празднику Да. вообще можно подарить. Четкие всегда мусульманину нужная вещь. И красиво. Тут тетя с племянницей На. красоту наводит. Здесь. Что там у вас? Тень. А, вот цепочку повесили, браслет. Мягко, я тянешь. Ну, что, мокро? Я тоже хочу. Почему бы и нет? Да, Ишка? Ой, так. Красота.
Сумка красивая. Да, Мешает. папа бабушки сумка. Да я Ой, сама. Петя, вас что-то... Ага. Какая сумочка. А ну-ка, а ну-ка. Что, пьешь? Тебя, да, вот течь. А, ты сейчас будешь меня красить, да? Ну, пойдем сюда, давай я сюда сяду, ты меня будешь красить. А второй? А второй? Не надо. Ой, А сумку покажи, я сумку. теперь такая красивая. Сумку покажи, маме покажи сумку. Ой, какая сумочка. Мам, обуду. Красавица. Я сейчас помогу тебе, бабушке за быстро. Так, друзья. Так. Диван просто слишком низкий. Сейчас, минутку. Просмотрела, что я снимала. Оказывается, там меня практически не видно, да? Из-за того, что низкий диван. Так. Аиша и Танзила. Еще, наверное, опущу камеру. Пошли в магазин. Хотят всего сегодня собрались, всего всего хотят, короче говоря. Багаудин, старший сын мой, попросил Танзилу сделать сегодня оливье, он захотел, торт захотел, этот, как его, ореховый, он очень любит ореховый домашний торт. Так что пошли они за ингредиентами. Так, значит, вареники с Танзилой мы налепили, снимать не стали, быстро сделали, она мне помогла. Вареники замораживаются, в 4 часа их нам надо отправить. А сейчас, как я вам сказала, у меня заказ галушек. Галушки, как ну, может быть, не все знают. Галушки зятя, как я их называю. Так, сейчас что-то обветривается тесто. На улице вообще стало тепло, прям солнышко хорошенькое такое. Все-таки чувствуется, что я на сухом ничего не поела, голова уже немножко разболелась. Ну ничего, скоро уже время, скоро, по-моему, около 2. Сейчас посмотрю, сколько время. Да, уже без 10:02, так что недолго осталось, потерпим немножко. Так, вот, смотрите. Некоторые говорят, что так делают типа макарон. Можно как и макароны их сделать. Так, значит, вот такой вот квадратик по диагонали. И с другой стороны по диагонали. Вот так вот. Получается вот такая вот штучка. Так, поставила камеру теперь, чтобы было меня не самой видно. Никогда так не снимала. Бывает не по себе. Ибрагим мне не разрешает так снимать. Так, говорит, хуже получается съемка. Так, вот, друзья. Ну, не буду, наверное, этот ролик сегодня, как тоже он будет что-то такое, да, непонятное. Надо будет спокойно собраться с мыслями и рассказать, что и как. Как я собралась и сделала канал. Что и как происходит на моем канале, да. Значит, мне давно сказала моя подписчица Ирочка, которая мне посылку присылала, что расскажи, как ты открыла канал, как и что. Вообще много поступает, друзья, вопросов в личку, что, как, что вот интересует людей. Вот вроде бы я никогда об этом не задумываюсь, а людям интересно, что и как. И про обычаи, и про все, да, еще и очень много было. Под последним роликом было много того, что вот я сказала, что мне нельзя видеться с зятем. Было очень много вопросов, почему нельзя видеться с зятем. Видимо, ну, новые подписчики, которые не видели мои ролики раньше, что вот у нас нельзя видеться с зятем. Давайте вот я доскажу сегодня, почему и что и как, да. У нас такой обычай, именно и у ингушей. У чеченцев нет такого обычая, они видятся с зятем. У нас нет. И был вопрос такой, ну, а как вы, ну, не видя зятя, как можно понять, что, как он относится к вашей дочери, какой он, что он. Это же все может рассказать дочь моя, если мне нужно, например, да, и дочка может сказать, какой он, и родственники мужа скажут. Так что, ну, никакой необходимости видеть этого зятя я и, в принципе, не вижу. Но у нас это в порядке вещей. Может быть, кому-то это будет странно, да? Но у нас так.
такой этикет, такой менталитет, можно сказать, что вот, ну, не видится у нас. Это даже вот идет с древности, потому что вот все-таки зять это такой человек, получается, да, но он у нас как бы уважаемый человек. Для него всегда как бы готовится что-то, когда он в гости. Он может прийти в гости, он может к нам прийти в гости. Просто единственное, он не будет видеть тестя и тещу. Он будет сидеть там, если у него есть сестры жены, то с сестрами, с братьями, он может спокойно с ними сидеть, общаться, угощаться, и это нормально. Просто я его не вижу, например, да, вот, и все. Ничего такого нет. Все, что там полагается, если он должен там помочь или еще что-то, он на это имеет право, может помочь в любое время. Но не обязательно сам лично, через кого-то, или прийти даже сам помочь, но может просто я не буду выходить, например, да, тести-то у нас нет просто. Вот так вот. Это даже делалось так, чтобы вот какой-то вот, ну, граница между тестем и тещей и зятем не проходили. Все-таки это такие люди, которым, ну, как бы вам сказать на русском, я не знаю, что ну, нужно, чтобы было взаимоуважение, взаимопонимание среди них, и издавна, чтобы этого не потерять, чтобы потом как-то ничего между ними не произошло, лучше, чтобы они не виделись, чтобы они не соприкасались, чтобы ничего такого не было, чтобы они жили мирно и дружно. Это, ну, типа такого, да, вот. Если, например, а вообще по религии видеться можно. По религии это не возбраняется, это все должно быть. Это, вообще даже есть по религии, что отец и мать жены, нужно отца и мать жены уважать, почитать наравне со своими родителями, потому что это ее родители, их тоже нужно вот так же и уважать, и почитать. Вот, что еще как бы... Я же говорю, тесто, мука мне совершенно не нравится. Вот то, что вместе легли, они вот уже... Если бы у меня была другая мука, от того, что они там вот лежали, они бы не склеились. А вот это тесто немножко плывет. Клейковина, наверное, нехорошая у него. Или свежая мука. Хотя она у меня уже месяц с лишним, как купленный мешок стоит. Так, тут идет обжарка картошки для салата глухарь, да? Ну, гнездо. Гнездо глухаря, да. Я уже забыла. Или муравейник, они по-разному называют. Я гнездо просто. Так, только не железный. Вон. Так, ты натерла картошку на терке по-корейски, промыла. Ну, типа, чтобы гнездо создать. И вот так вот высушила. Тут варится перепелиное яйцо для салатика. Так, подай тарелку. Да. Ты туда хочешь? Все такое. Картошка фри на минималках. Мини-картошка фри, да? Так, иди. Ну вот, отправить мне нужно заказ уже. Они у меня не успели, только чуть-чуть прихватились. Я их переложила на картонку, вот так вот, за фольгой прикрыла картонку. Сейчас обмотаю пленкой, и все. А это, как я сказала, Танзила принесла из дома. Это она лепила. И пельмени, вареники с картошкой. А это манты. Короче, заказ наш отправляется.